Стрельба из лука – древнейший метод добычи и пропитания, также одно из точных оружий в военной сфере, начиная с конца каменного века. Лук относят к основным самым важным изобретениям человека, применение которого достаточно облегчило жизнь древним людям. А с появлением первых завоевателей стало ценным козырем в формировании новых государств и империй. На сегодняшний день стрельбой из лука вряд ли кого-нибудь можно напугать, но удивить однозначно. Либо человек в спортивной форме Adidas выходит и стреляет из лука, да, где совершенно ничего не колышет, какие-то его внутренние нотки, внутренние струны. Но когда человек примеряет на себя образ батыра, который был 200, 300, а то и 500 лет назад, тут, естественно, начнешь уже копаться, а почему, допустим, одеяние было именно такое, почему оружие было именно таким, почему воины вели себя именно так, и почему стрельба происходит именно таким образом, а не иным. В актовом зале Сибайского многопрофильного колледжа прошел семинар по военной истории зарождения и развития стрельбы из лука и всей окружающей сферы башкирских воинов. Лекторами выступили ведущий специалист по традиционным играм Республиканского центра народного творчества, директор автономной некоммерческой организации по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука Мерген Уксы Юлай Галиуллин и его заместитель Денис Умитбаев, которые также занимаются стрельбой и привезли национальные костюмы башкирских лучников, военную амуницию, оружие, вкупе с интереснейшей военной истории региона до петровских времен. В Башкортостане уже второй год это дело мы продвигаем, развиваем, проводим турниры различные, то есть даже вот в августе месяце проводили турнир. И решили для Зауралья, для именно юго-восточной части Башкортостана, для нескольких районов провести мастер-класс, то есть обучающий. Цель его создание кружки на местах, то есть Зуаирский район, город Сибай, Баймакский район, Хайбулинский район, Абзелиловский район. Вот для этого мы здесь собрали людей. Традиционный башкирский лук – одно из самых удобных оружий, ведь его размеры настолько компактны, что позволяют батыру быть маневренным в любой локации, будь то лесистая, горная или открытая местность. На страницах российской истории и даже на устах УССНов конные башкирские лучники стали прототипом мужества, отваги и скорости. Лучники всегда были, во все времена были элитой вообще, элитой у любого племени, у любого государства. Дело в том, что лучник это в мирное время он охотник, добытчик, то есть во время войны он и может оборонять, а может наступать. То есть благодаря луку и коннице мобильной, например, монголы смогли завоевать там почти всю Евразию, из-за того, что они быстро передвигались, быстро атаковали, быстро уходили. То есть поразить конного лучника практически невозможно. То есть он быстро подскакивает, стреляет, наносит и уходит. Занимательно, что именно мергены стали использовать стрелковые кольца из дерева и костей животных для удобства стрельбы, гигиены рук и минимализации травматизма стрелка. Причем именно эти кольца стали основополагающим фактором, чтобы башкирские лучники ускорили перезарядку стрел до максимума. Неудивительно, что враги боялись вереницы конных лучников, опасаясь мгновенной смерти целых военных групп от эффекта автоматической череды стрел. Факты из бытовой культуры военных нашего региона, что не найти на страницах учебников, можно теперь услышать из уст педагогов, которые будут возрождать традиционную стрельбу из лука среди учащихся колледжа, привязывать посредством спортивного интереса. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по мужскому народному костюму и по стрельбе из традиционного лука. Екатерина Марочкина, Руслан Кравцов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.